Значит, после посредственного выступления нашей сборной на Олимпиаде в Токио мы сделали соответствующие выводы и отныне будем тренироваться правильно. В спорте главное не сам спорт. Спорт – это не только здесь. Спорт еще и здесь. Это идеология. Поэтому отныне мы тренируемся идеологически выверенно. Вот. А еще, значит, помимо идеологически выверенных тренировок, мы сделали немного другие выводы. Делаем сейчас упор на другие виды спорта. Значит, как мы с удивлением узнали в этом году, что хоккей не особо котируется на летней Олимпиаде, что для нас самих стало сюрпризом больших. Но мы пойдем нога в ногу с тенденциями, значит. И вот весь Ледовый дворец, Ледовую арену местную переделаем в один огромный батут, где у нас шикарнейшие результаты. Вот мы уже сняли, значит, ледовое покрытие, это все пустим на вискарь. А здесь сделаем прорезиненное сплошное покрытие, где одновременно могут прыгать от 6 до 7 административных районов в столице. Тренер, а где коньки? Какие нахрен коньки? Ты мне сейчас тут весь батут порежешь. Иди прыгай. Вот. А еще, значит, мы пришли к выводу, что было бы правильно и выгодно для бюджета, если нашу страну во всех видах спорта будет представлять один спортсмен. Значит, мы в него уже вложили, собираемся в перспективе вкладывать, значит, средства, душу, тело, еще раз средства. В общем, чтобы спортсмен достойно жил, достойно выступал и неплохо зарабатывал. К этому, собственно, мы и стремимся. Да. Ведаеце, я раней увогуле не бегаў. Але неяк трапіў на дваравы марш і пасля выбуху светашумовых гранат цяпер не баюся стартавага пісталета. Дзякуючы трэнеру цяпер ганяю ва ўсю мощь. Ну во, неяк так. И вот мы в вас, вот неблагодарных, столько вложили и денег, и средств, потом еще раз денег, а вы все никак не поймете, что играть надо за Беларусь. Вы выборы украли. А нечего было на них приходить. Вы порушили закон. А мы их и переписали. У вас синие пальцы. А у нас еще желтые сливы. Беларусь. Собачку. Матолька. Азаронок. Просека. Массандра. Тутбай. Советская Белоруссия. Координационный совет. Совет безопасности. Нави Бенд. Голосы из места. Экономика Чалага. Экономика Вялова. Шрайман. Вы все наркоманы. Трава не наркотик. И проститутки. Была одна и тая ваша. Кукловоды. Продажные судьи. Вы фашисты. Нет, вы фашисты. Фашисты. Нет, вы фашисты. Сами фашисты. Сами фашисты. 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 Вы фашисты. Нет, вы фашисты. Какие фашисты? Подождите, у нас же год единства. Добрый дзень. У эфіры ізноў выпуск навінаў і з вами вядучы Кірыл Благавест. Мы нагадваем, што мы адзіны поўнасцю некамерцыйны праект. Перарвёмся на кароткую рэкламу. Дзяржаўнае грамадскае аб'яднанне «Халуёк» прапануе першыя кіналагічныя курсы для грамадзян. Уважаемые прохожие, подходим, записываемся на сегодняшние уникальные кинологические курсы. Мы научим вас уникальным навыкам: кивать, служить, лаять на котиков. Чего стоишь? Молодой человек, вот чего ты стоишь? Подходи давай. Ну, я так разумею, гэта курсы для собачек. А зачем ты собаку припер? Собакам наши курсы не нужны. Они исключительно для людей, потому что сейчас они им жизненно необходимы. Слухайте, каб добиться выніку, вы уживаете не те собачьи присмаки? А зачем кормить, если можно бить? А если не бить, можно пугать. Видишь, как испугался. Так что давай, записывайся. И что, и ожидающие? Конечно, мы же сертификат выдаем. Если будешь правильно гавкать, могут на телевидении взять работать. А там, глядишь, медаль получишь. «Халуёк» гарантуе, пасля нашых курсаў вы будете упэўнена стаяць на 4 лапах. Міністэрства адукацыі Беларусі тэрмінова распрацоўвае новыя буквары да навучальнага году. Прычынай стала неабходнасць узмацніць патрыятычнасць падручнікаў і навучыць першаклашак актуальна ўжываць літары і першыя словы на іх.
і ўжо зацвердзілі першую сучасную хуткамоўку. ОМОН отработал агалцелых адшчэпенцаў. А цяпер пра гэта і шмат чаго інша падрабязней. Нацыянальны алімпійскі камітэт афіцыйна заявіў, што перамагчы беларусам перашкодзілі спартоўцы з астатніх краін свету. Адкрытаму акцыянернаму таварыству Бел, лес, чел, мел, тел, пел, трел, строй, буд, газ, мяса, нафта, бруд, грыбы, пром на высокааплочваемую працу патрабуецца сакратарка з моцнымі нервамі. Пракуратура абавязала ахову птушак бацькаўшчына разабрацца са спалучэннем чырвонага і белага колеру ў некаторых відаў птушак. Найперш прэтэнзіі да буслоў, якія мала таго, што маюць чырвоныя дзюбы, дык яшчэ і суюць іх паўсюль. Ім будзе прапанавана ці паафарбаваць свае дзюбы, ці шукаць іншыя месцы для гнездавання. Вось ці паветраныя абароны на дельтапланах будуць разварочваць іх на мяжы. Памежныя войскі Рэспублікі Беларусь увялі шэраг новых узнагародаў. Так, спіс узнагародаў для вайскоўцаў гэтага роду войскаў папоўніў медаль за перавод нелегалаў праз мяжу. На аверсе памежнік з завязанымі вачыма, на рэверсе дзюрка ў сетцы рабіцы. Медаль існуе ў 3 ступенях. Адпаведна за перавод 100, 200 і 300 нелегалаў за баявое дзяжурства. Польшча і Літва цалкам адмаўляюцца ад уласнай вытворчасці цыгарэт. Гэта сенсацыйная навіна прыйшла ад польскіх і літоўскіх вытворцаў гэтай прадукцыі. За тлумачэннямі мы звярнуліся наўпрост да нашага эксперту. Спадар Вялы, як сталася, што яны вырашылі згарнуць такі прыбытковы бізнес? Ну, я бы на их месте сгорнул, как вы говорите, вот этот бизнес, потому что, понимаете, а какой в нем смысл, если вы задерживаете на границе на миллионы долларов эти пачки сигарет белорусских, и зачем вам делать свои? Вы же можете продавать вот этот конфискат и получать чистую прибыль при нулевых издержках производства. Да. Более того, они могут выполнить программу этого своего Евросоюза по сокращению производства токсических веществ или даже продать свою квоту кому-нибудь. Потому что вся токсичность в Европе будет исходить только из Беларуси. Вот такая у нас будет монополия. Угу. При этом в слове «контрабанда» нет ничего плохого. Насколько я знаю, уже разрабатывается закон, призванный легализовать так называемую контрабанду и, более того, внести ее в список нематериальных культурных ценностей. Да, Республика Беларусь. Название, скорее всего, мы так и оставим «контрабанды», потому что «контр» означает «против». Да. А так и есть на самом деле. То есть против банды белорусские производители, против банды вот этих европейских бюрократов, понимаете ли. Да. Которые, между прочим, сами не понимают свои выгоды. Угу. Пока мы обеспечиваем Евросоюз только традиционными сигаретами, но, насколько я знаю, уже несколько лет ведутся активные разработки высокотехнологичных альтернатив курению. Речь идет об электронных сигаретах. Именно поэтому и для этого вблизи литовской границы и была построена белорусская АЭС. Уже совсем скоро среди полюбившихся европейцам папирос Минск и НЗ появятся также и зараженные на все 83% сигареты электрические. Называться они, конечно, будут не Минск уже, а Минск Осиповичи или Минск Барановичи Полецкие в честь наших славных электричек. Ну как еще электрические сигареты называть? Ну, вот так. Ну и, как вы знаете, конечно, самая передовая технология, продемонстрированная в этом году, это технология заряда электронных сигарет, зарядом бодрости через рукопожатие. В общем, как вы поняли, Европе крайне выгоден зеленый, как летнее цветение Минского моря, коридор для белорусских сигарет. Но есть еще более выгодные истории, например, мигранты. Насколько я знаю, в Европе уже очень давно разрабатывается программа развития в общем, шавушечных. И они даже обращались за передовым опытом к нам на Комаровский рынок и приглашали консультантом меня, когда я там работал. Вот как ПВТ стал мировым примером успешной организации бизнеса в IT-сфере, так и на Комаровском рынке давно построен успешный хаб кебабных. Кебаб-хаб. Хаб-кебаб. Ну, вы поняли. И этим опытом мы готовы делиться и успешно делимся, обеспечивая загнивающую Европу специалистами. Кроме того, наши уважаемые мигранты переносят не только свои знания и опыт через границу, они также на своих лапках и брюшках переносят пыльцу растений, как пчелы.
опыляя вялые литовские одуванчики, здоровым семенем белорусской стабильности они решают важнейшие вопросы экологии региона. Сохраняют разнообразие видов и природный баланс между хищным оскалом так называемой демократии и травоядной социальной ориентированностью.